Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами пройдем урок в пятом классе по истории Казахстана на тему объединения гунских племен. Цель обучения, которую мы сегодня с вами достигнем в течение урока, это показывать расселение племенных союзов на карте, объяснять формирование древних государственных объединений. Гунны, хунны занимают важное место в истории Евразии. Воинствующие кочевники из Центральной Азии получили начало масштабным изменениям, затронувшим как восточную, так и западную цивилизации. Больше всего сведений о гуннах представляют китайские авторы, так как гунны были соседями Китая на протяжении нескольких столетий. По китайским источникам слово хунну или сюнну, то есть гун, происходит от названия реки Архон, находящейся в современной Монголии. Эпоха гуннов охватывает III век до нашей эры, IV век нашей эры. В первом тысячелетии до нашей эры огромные пространства Центральной Азии от юга Монголии до Каспия населяли различные племена, одно из них – гунны. В III веке до нашей эры жившие здесь кочевые племена объединил моды. Китайцы называли правителя гуннов Шанью. Моды разбил племена, жившие в верховьях реки Енисей, и присоединил к гунскому государству земли Алтая, Саяна. Территория государства гуннов простиралась от озера Байкал до Тибетских гор, от восточного Туркестана до реки Хуанхэ. Так было образовано первое мощное государство кочевников Центральной Азии. В китайских источниках имеются такие сведения о гуннах. Моды в борьбе за власть одержал победу над собственным отцом. Узнав о междоусобных войнах, восточные соседи решили объявить войну гуннам. Соседнее с гуннами государство Дуньху задумало отнять у них землю. Отправив послов к Моде дважды, они требовали от него царского коня и жену. Моде, сказав, что и конь и жена – милость моего народа, отдает требуемое. В третий раз они потребовали от Моды клочок пустынной земли, что лежало между государствами. Тогда возмущенный Моде ответил: «Я выполнил два ваших условия, отдал и лошадь, и жену, так как они были моими. Но земля хоть и малопригодна, дана Тенгри и принадлежит народу. Нет сомнения, отдавать или нет. Земля – основа государства, и отдать вам ее я не имею права». Так началась война, в которой победили гунны и присоединили себе земли государства Дуньху. Таким образом, Моде создал государство гуннов. По сведениям востоковеда академика Гумилева, это событие произошло в 209 году до нашей эры. Об образе гуннов можно узнать из письменных и вещественных источников. Об образе жизни гуннов писали также и европейские авторы. Римский историк Амиан Марцелин писал о гуннах следующее: «День и ночь проводят они на лошадях. Если приходится им совещаться по поводу серьезных дел, то и совет они проводят, сидя на коне». Еще один римский автор Прииск пишет: «После войны они отдыхают спокойно и живут беззаботно. Каждый довольствуется тем, что имеет». Сведения о гуннах дают также артефакты, вещественные источники, найденные в результате археологических раскопок. Результаты раскопок свидетельствуют, что гунны хорошо освоили обработку бронзы и железа, мастерили колесные повозки. В гунских могильниках были обнаружены следующие изделия: кости лошадей, овец и крупного рогатого скота, зерна пшена, железные серпы, каменные зернотерки, кости сайгаков, кабанов, куланов, оленей, зайцев, лисиц, вазы, кружки, кувшины, ковры с изображениями животных, гончарные изделия, деревянная посуда, конская упряжь, ювелирные изделия, шелковые ткани, зеркала, изделия из нефрита. В гунское объединение входили различные племена. Государство гуннов строилось по военному принципу. Оно было разделено на левое, центральное и правое крылья. Вторыми лицами государства после Шаньюя были тумимбасы, темники. Ими являлись обычно сыновья правителя или его близкие родственники.
Они возглавляли 24 рода, а все 24 темника подчинялись лично Шаньюю. У каждого темника имелось по 10 тысяч вооруженных всадников, то есть воинов. Темник назначал тысячников, сотников и десятников. Каждому из них определял территорию с кочующим населением. Все мужчины были приписаны к какому-нибудь отряду. Каждый должен был заниматься воинскими упражнениями, иметь при себе оружие, лук со стрелами, саблю и копье. Обратите внимание на схему. Во главе государства был Шаньюй, это титул правителя государства гуннов. Ему подчинялись темники, то есть князья 24 родов, и старейшины, это глава рода 24 родов. Гунский род возглавлял старейшина. 3 раза в год старейшины проводили народное собрание. На совете рассматривались вопросы войны, распределения земель, сбора налогов, росла численность населения и так далее. Следующий момент. Правящий слой империи состоял из родоплеменной знати. 3 раза в год все вожди, военачальники собирались у Шаньюя для принесения жертв предкам, небу, земле, духам людей и небесным духам. Все собравшиеся были родственниками Шаньюя. Они обсуждали государственные дела. О силе гуннов и страхе перед ними можно судить по отношению к ним со стороны Китая. И следующие записи. Всякий раз, как посланник гуннов с верительными знаками Шаньюя прибывал в одно из государств, его сопровождали в пути из государства в государство, снабжали продуктами, и никто не осмеливался задержать его или чинить ему помехи. А теперь я предлагаю для вашего обозрения вопросы для закрепления. Первый вопрос. Территория расселения гуннов. Второй вопрос. Эпоха гуннов охватывает период. Третий вопрос. Какие источники дают нам сведения об истории гуннов? Четвертый вопрос. Титул правителя гуннов. Пятый вопрос. Кто объединил гуннов в III веке до нашей эры? Шестой вопрос. Второе лицо государства после Шаньюя. Седьмой вопрос. Как по военному принципу разделялось государство гуннов? Восьмой вопрос. Из скольких родов состояло государство гуннов? Девятый вопрос. Кто командовали десятком воинов? Десятый вопрос. Сколько раз в год гунны собирались и проводили религиозные ритуалы? Домашнее задание. Нужно написать мини-сочинение на тему моды в моем представлении. На этом наш урок заканчивается. Спасибо за внимание.